Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова по Иглинскому району. И мы отправляемся в село Иглино, где строят среднюю школу на 640 учеников и детский сад на 160 мест. Садик называется у нас Акбузат. Акбузат? Акбузат. Тоже немножко в национальном стиле так оформили. Здорово. Ну, подарок для Иглина. Да. Городские тоже едут сюда с Шакши, с Черниковки, родители просятся тоже в эту школу, в медицинские кабинеты. Вот. Здесь уже у нас переход идет в школу. Каждый кабинет оснащен интерактивной доской, проектор, документ, камера, ноутбук, принтер и еще компьютеры есть. Конечно, заставлено слишком будет, мы думаем, ноутбук, наверное, достаточно. Я думаю, да, со временем Да. еще один ряд пак появится. Так и... Конечно, на 20 детей, но уже на 24 ребенка у нас класса укомплектовано. Родители приходили на экскурсию, интересуют, спрашивают. Очень рады, что так все оснащено. В основном многодетные дети здесь. Вот, видно, что социальных домов небольших много. Шаговая доступность здесь, и, в принципе, автобус не нужен будет. Да, тут. Да, хорошее помещение на 110. Что, в принципе, поставят, оборудование все повесим и к работе готовы. Это будет самый большой экран в Иглино. Да. 6:4. У нас даже в РДК меньше. Как в кинотеатре. Такой, тоже интерактивная доска, здесь проводить какие-то конференции, мероприятия. Все удобно. К интернету подключайся и в режиме онлайн. Работы не завершены. Пока время есть, мы тематику дополним. А это отдельная столовая, да? Это для школы, да, на 220 посадочных мест. Мы будем здесь в 3 приема принимать детишек. Детям садик, пищу туда прям несут. Да, Это там не есть надо. грузовой лифт, подача на 2-й этаж и на 1-й развозы. И здесь удобно, тут уже учащиеся старших классов могут выйти на площадку, отдохнуть. Да, это тоже все покрыто резиновой кружкой. Здесь, да, и здесь, а там абсолютно все площадки до конца. И спортивная площадка для детского сада. Вот. Здорово. С детьми старших классов они не пересекаются здесь, заборы. Вот. Ну, территория очень большая, и еще нам осваивать 5 гектаров. Да. Ну что, поздравляю. Прохват, спасибо. Рад Федорович, позвольте. Эта школа прекрасна, но в Иглинском районе очень Еще минимум проблемная. 2 большие школы, одевайтесь. Еще 2 большие школы нужно. Тут есть 2, даже где-то пересменка почти в 3 смены. Я и говорю, тут 2 большие школы такие, как минимум, строить. Вот сейчас обсуждаем насчет проектирования. Спасибо. Центральная районная больница – следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Радия Хабирова по Иглинскому району. Здание стационара Иглинской ЦРБ ввели в эксплуатацию в 1985 году. С 2016 года там ведется ремонт. Ну, можно посмотреть техническое состояние пола. Побаливаете немножко, да? Все, ну, получше? Лекарства есть, вот, с лекарствами как у вас? Проблем, да? Да. А питание как здесь нормально? Питание у нас аутсорсинг. Аутсорсинг, потому что из дома, Вкусного из дома питания. даже если ничего не принесут, нормально. Я сколько раз лежала, даже из дома ничего не было. Ну, тепло здесь я вижу. Врачи есть. врачи хорошие, медицинские сестры хорошие. Каждый день обходы делают. Все очень довольны. Ну, можете спросить. Нет, Ладно, мешать не будем. Здоровьтесь, пожалуйста. извините, не то, что президент, мы же тоже по телевизору смотрим. Когда врут, тоже видно, когда не врут, тоже видно. Ну, если все хорошо, что врать? Вот тогда не болейте, самое главное. Выздоравливайте, пожалуйста. И вы не Спасибо. болейте. Спасибо. Спасибо.
Хирургическое отделение, оно было очень старое, с 85 года, как его открыли, так ремонт не проводили. И вот мы сделали, до ума довели 20 года. Здесь были деревянные двери, страшные туалеты. В общем, все это мы заменили. Все. Коечного фонда хватает? Коечного фонда, конечно, не хватает, потому что, опять же, за счет того, что идет увеличение населения. Самое главное получается, вот, да? Это самое главное, да. Единство. Да, правильно, А вот районная больница. если нужно отправить на более глубокое исследование, у вас какая техника здесь есть? У нас Рентген, наверное, есть. автомобили, у нас Я имею в виду. рентген, флюорографическое, эндоскопическое оборудование, УЗИ, маммограф есть в поликлинике. Здравствуйте. Мы хотели бы вам показать, вот мы на днях завершили ремонт детского поликлинического отделения, и как раз там выполнен ремонт в едином стиле, как вот сейчас... По брендбуку, да? Да, требуется. Давайте посмотрим. Рафик Ильич, а что за требования единый стиль? Значит, мы хотели привести вот цветовую гамму, указатели, маршрутизацию в единый стиль, чтобы человек, во-первых, легко был ориентироваться. Здравствуйте. И причем мы не стали сами это выдумывать. Я этот стиль попросил брендбуку главы Пермского края, и он нам просто его передал, и мы здесь его, собственно, и сейчас внедряем практически во всех поликлиниках детских. Вот поэтому в этом году мы много сделали для ремонта детских поликлиник, для внутри ремонта. А последующие годы будем делать фасады. Это вот уже, собственно говоря, и Это есть. вот Да, она это цветовая гамма. поликлиническое Да, отделение, да. Информат тоже мы получили в этом году. Информат и 2 монитора. То есть здесь можно записаться на прием. Вот участковый педиатр может записаться на прием, расписание есть. Найти участкового врача по адресу обслуживания или по номеру участка. И также через этот информат можно записаться ко всем специалистам, которые ведут прием в поликлинике. Рафик Ильич, а понятно все? Вот вы сейчас записываете? Очень просто. Вот. Иглинская районная поликлиника, офтальмолог, ближайшая запись. Хорошо. И вот ваш указ, который вышел в этом году, наша поликлиника на 200 посещений в смену, детская и взрослая поликлиника на 400 посещений, они вошли в ваш указ 12 поликлиник строительства. Но если вот посмотреть, это вот поэтажное расположение, где вот зеленые это диагностические и кабинеты взрослой поликлиники, и желтый это детская поликлиника, лечебно-диагностические административные помещения. В принципе, мы рассчитали, документы мы уже все предоставили Министерству здравоохранения, они будут уже выходить на правительство Республики Башкортостан, чтобы нас включили. И ориентировочные, значит, сроки окончания строительства поликлиники 2023 год. Ну, мы обсудим сегодня фотографии подключения. Ну, вот в плане есть, поэтому сейчас просто подтвердим это все. Да, ладно, хорошо. Ну, это хороший проект, на самом деле. Я его видел так более подробно. Вот я давно хотел посмотреть, вот как это в районной поликлинике вот это делается. Ну, симпатичнее же так. Да, вот, это очень даже, да. Дети приходили, не боялись. Здесь больше всего жалоб у нас, Рафик Ильич, на здравчасах. Вот наконец-то увидели с докладом, не хватает врачей. Это самая большая проблема. Но вот все-таки с плюсом, да, вы говорите? С плюсом, в этом году с плюсом, да. С плюсом идем. Да. Дефицит остается, и население просто растет, поэтому еще И, больше. наверное, вот мы последующие годы вот эти наши программы поддержки продолжим, конечно, так иначе все свалится. Ну, я имею в виду и узким специалистам, и земский врач, и так далее. А средний медицинский персонал? Ну, средний медицинский персонал, они у нас вот по программе «Земский фельдшер» тоже очень хорошо пришли, да? 5 фельдшеров сейчас работают на различных ФАПах. А средний персонал приходит, вот мы ездили в колледжи, приглашали, организовывали. ФАПов сколько вам еще осталось? Вот аварийные ФАПы есть у вас? Есть аварийные Есть, ФАПы, сколько да. штук? 4. Сколько запланировали на следующий год? Что Мы интересно? заявку и подали 4. Вообще у нас по району 41 ФАП. До свидания. Рафик Ильич, как у вас впечатление после посещения? Ну, хорошее впечатление. Вот я
Я говорил, что мы наводим сейчас порядок вот внутри всех детских поликлиник. Строим новые поликлиники еще в 3 городах. Вот, и внутри наводим. Вот вам пример, пожалуйста, симпатично, хорошо, это детская поликлиника. А потом вот уже в последующие годы будем делать фасадные работы и так далее, чтобы все-таки больницы у нас были красивыми, яркими, интересными. Двигаемся. Да, двигаемся. Спасибо. Час главы. Это совещание стало уже традиционным в рамках рабочих поездок главы Башкортостана Ради Хабирова по региону. В Иглинском районе его организовали в здании администрации. Темы для обсуждения – строительство очистных сооружений и сетей водоотведения, энергоснабжение и наружное освещение, ремонт автодорог в селе Иглину. Так, по электроэнергии, значит, получается, вот вкратце информация. Да, я примерно знаю, в чем проблема. Никак не можете определиться, куда двигаться. Да, вот примерно вот в таком состоянии находятся у нас опоры, ТПшки вот эти вот. Эти, Ну, мы, собственно, здесь договорились. Мы Да. приняли решение, что персонально проблемой электросетевого хозяйства занимается Назаров Андрей Геннадьевич. Я его попросил в режиме буквально еженедельно вас собирать и прийти к какому-то решению. Значит, я полагаю, что мы всех участников этого рынка сорганизуем, и Башкирэнерго, и других, и потом уже решим, на кого мы, соответственно, возложим эти обязанности. да, с Андреем Геннадьевичем тогда мы дальше доработаем этот вопрос. Этот вопрос, еще раз говорю, занимается лично первый зам премьер-министра, поэтому давайте Да. ему. Хорошо. Так, значит, дальше получается, у нас очень большой вопрос по ремонту дорог, во-первых, да, во-вторых, по устройству тротуаров, и в-третьих, по вывозу жидких бытовых отходов. То есть вот половина обращений это по дорогам, конечно же, мы понимаем, и сейчас пошел вал обращений по жидким бытовым отходам. Дело в том, что у нас на территории Глино закрыли свалку. Теперь, соответственно, начали возить все это в Уфу. Стоимость вывоза в Глино была 1500, в Уфу 5-7 тысяч. Людям это не под силу. Единственный вариант, как мы можем снизить стоимость, это своей техникой возить самими в Уфу. То есть вот это пока первая часть, которую мы можем говорить, что это снижение будет стоимости. Вторая – это строительство очистных, что мы их доделаем. И часть, получается, школ, многоквартирных домов. Вот очистные, вы их делаете, да? Да, они в процессе. К лету следующего то есть года. они профинансированы, все. То Деньги есть есть. В июле следующего года. Это в первую очередь, Ради Фаридович. Это в первую очередь она не предусматривает строительство сливных. То есть это только лишь очистные. Слива машин туда не будет. Для того, чтобы сделать слив туда, мы должны запроектировать в следующем году строительство второй очереди. Вот посмотрите, пожалуйста, это письмо на вас по поводу техники. Мы, конечно, немножко, может быть, здесь запасом написали, но если бы вы отписали это письмо для решения, предположим, в Министерство ЖКХ, то, я думаю, мы бы с ними отработали по количеству. И, Давайте, сейчас. Смотрите, мы так сделаем, я Беляева попросил, следующая закупка у нас сейчас идет, техника, я попросил учесть основную потребность, он разберется в ближайшей закупке. Вам это письмо надо просто с ним зарегистрировать, и поэтому Да, если мы отработаем, работать. Спасибо. Вот дальше второй вопрос по проектированию очистных в второй очереди и по дофинансированию того, что не было заложено в первой части. То есть мы сейчас, я вам докладывал, что мы делаем проект прокола железной дороги вот этими очистными. Соответственно, это опять-таки Беляеву для решения вопроса, потому что без этого мы из проблемы с вывозом ЖБО не вылезем просто из Глина. Далее. Итак, у нас получается Хлебинина. Вот мы посмотрели с вами ФАП, который там есть, да. Жан Леонидовна написал нам письмо о том, что вот модульный ФАП. Если вы видите ситуацию по-другому, может быть, вы... Я вижу немножко по-другому. Я дам поручение сейчас, вот здесь пропишу изобильно, включить на 2020 год строительство амбулатории. Это амбулатория в Хлебинино. В Хлебинино, да. Хлебинино.
Пусть он сам принимает решение, но это будет все-таки давайте строить, я сторонник строить. Принято. А вот ту историю вы тогда переделаете под садик. Да. Вот если про садик, Александр, что вот здесь как раз то, что переделать под садик, нам немножко нужна будет какая-то определенная помощь финансирования ремонта этого садика. Это придете ко мне, знаете, когда? После того, как будет что-то. Да, как будет понимание по этому, придете спокойно по финансированию. Все, хорошо. Но я бы все-таки на вашем месте, уже сейчас это реконструкция же будет, да? Уже сам бы начал проектировать немножко. Эдфич, Глинский район очень близок к Уфе, и отсюда и плюсы, и минусы. Проблем много, связанных с близостью. Да нет, ну мы как раз вот обсудили с главой, там, понятно, мы обсудили вопросы бюджетного финансирования, но вот в моем понимании Иглинский район тот район, благодаря близости, плюс он практически проходит вдоль федеральной трассы, он должен генерировать деньги, он должен быть экономически очень самостоятельным. Поэтому вот договорились, что проведем не такое большое межведомственное совещание о стратегии именно экономического развития Иглинского района. Отдельно. Да, потому что то, что касается строительства школ, садик, мы в рамках наших бюджетных возможностей будем строить, они довольно серьезные. Это мы обсудили и сделаем. Вот. Ну а сейчас заедем просто по пути, он мне убеждает парк свой показать один. Мы тоже с вами? Все, давайте быстренько, потому что потом ехать. Парк имени Елены Иглиной расположен в центре села. Название его, как и районного центра, произошло от фамилии Сергея Васильевича Иглина. Он был командиром батальона гусарского полка и приобрел здесь имение. Своих, а вместе с тем и крепостных своей жены, Елены, Сергей Иглин поселил одной улицей. Ныне это улица Ленина. Там же расположен и парк, в который пригласили главу Башкортостана Ради Хабирова. То есть вот это вот у нас старый парк. Здесь хотим все обновлять, по-новому делать. То есть, так скажем, новое место притяжения для местных. У нас же миграция в основном молодое население. В среднем в год, да, 2,5-3 тысячи, это молодые семьи. Соответственно, вот хотим сделать точку притяжения. Территория позволяет, и, так скажем, проект позволяет. Искусственный водоем или он есть? Знаете, Фарид, что у нас имеется? Чуть-чуть расскажу. У нас парк здесь 2002 года, парк имени Елены Иглиной. Это та, которая у нас была и с самого начала создания Иглино. И здесь какая ситуация? Вот мы хотим реконструировать его. Вот входная группа, вот здесь вот мы меняем. Здесь у нас получается расширение будет площадок. И обязательно хотим вот эта сторона, у нас вся ради Фарид спортивную зону хотим сделать. Там у нас есть и футбольное поле, и каток, и варкрафт, и здесь заниматься. Но все-таки по Футбольное современному. поле какое хотите? Не под современным с покрытием. Оно вот с правой стороны обязательно. футбольное Это поле. Фарид, мы хотим не то что современным, мы хотим еще и сделать. Да, вот эту всю зону. Здесь, чтобы трибуны были также, потому что у нас их не имеется. Вот, полностью ее отделить ту зону. Именно будет спортивная. Это, так скажем, общая зона для молодого населения. Потому Сколько что гектар здесь? 2,5. Тут маленький парк. А там есть возможность? А, нет, там Да, еще- там у нас общая сколько 46, 4600. да, 4600 у нас 4600. общая. Опять Туда только идти или это. туда идти? Ради Фарид, смотрите, у нас До забора туда? До забора, да. Его он до туда получается, да. Ради Фаридович, там у нас еще планируется школа Николая Николаевича искусств. Детская школа Да, искусств, детская школа искусств. Как раз в этой зоне. Здесь у нас бассейн, здесь бассейн. спорткомплекс. Здесь очень близко школы, которые занимаются, также выходят детишки и занимаются вокруг Я физкультуры. вот по деньгам слышал, а вот основные вот куда идут? 67 миллионов мне назвали. 67 миллионов у нас сметная стоимость, но это меняться будут полностью тротуарные дорожки, полностью ограждения. Ради Фаридович, основание обязательно. Вот здесь у нас есть желание сделать большую детскую площадку, именно вот здесь огороженную до спортивной площадки. Именно детская здесь зона полностью хотим. Также зону хотим сделать для скейтбордов, то есть это для юношей постарше. Разные зоны, разные возраста. Вот. А сцена у нас там, Ради Фаридович, тоже есть, где мы проводим мероприятия большие районного значения. Мы хотели бы ее заменить и расширить небольшую площадку. Вот. Комплексный такой. Комплексно, да. Я понял. Спорт Но и- это не только парк, тут Да. по сути Да. есть спортивный Да. объект. Потому Да. что Культурно-досуговый. поле только будете делать, сколько Да. оно Она, стоит, да, она очень... Вот это именно сторона, она у нас самая А дорогая. Сарапулова смотрела это? Да, я с ней Что разговаривал. Как бы на село не рассчитано больше 10 миллионов. Я понимаю. А сам проект ей нравится, нет? Сам проект нравится, она внесла кое-какие Да, корректировки. мы изменили. Вот, опять-таки же, вот по поводу этой дороги, одна не ключевая, есть объездная, поэтому здесь тоже хотели потом перекрыть.
и сделать такую же большую пешеходную зону. А это возможно? Возможно. Там вот вокруг этого, мы же вокруг администрации вот ехали вот так. Там большая дорога хорошая. То здесь прогулочная Да, сделана, да, какой-то, да. То есть те корректировки, которые она сказала, мы учли, вот она опять-таки же говорила по сохранению большей части деревьев, берез. А это не скажется на транспортной вот, коллапсе каком-нибудь? Нет, У то есть нас такого сильного нормально нету, всё, да? Рассчитывали. Давайте так, мне вот это больше интересно. Вы вот это с ней проработаете, она пусть мне потом расскажет, потому что вот если вы расширите, здесь гулять еще люди будут, еще что-то добавите. Потому что если уж сюда вкладываться, мы вложимся. Ну, пока это реновация обыкновенная, по сути. Ничего особенного вы мне не показали. Думайте дальше. Если вот что-то интересное придумать, Хорошо. с учетом, что здесь прогулочные почетные, может быть, какие-то поставить, там, киоски какие-то, Арбат Арбат. какой-то сделать, может быть, здание купите какое-то старое, там музей ваш будет расположен, чтобы люди могли сразу вон, спортивно заходить. Посмотрите продление там, концептуально и комплексно подойдите, и Николай Николаевич ко мне зайдет и переговорим. Только побыстрее делайте, ладно, чтобы, если вы хотите успеть на следующий год на финансирование, это надо, ну, уже в середине января ко мне надо подойти, ладно? Да. Сделаем. Сделаем, Радик Фаридович. Ладно, все, договорились. Спасибо. Спасибо, Радик Фаридович. Всего доброго. Давайте. Спасибо, что приехали. Пока не защитили. Хорошо. Радик Фаридович, ну, впечатлил парк? Нет, не очень, поэтому пусть еще думают. Вот так. Не получилось. Прогулочную Да. зону делать больше. Может быть, шире. да, вот здесь вот можно даже тогда парк увеличить, прогулочный вот это убрать, или вот здесь вот увеличите что-то такое, дорожку, чтобы там на скейтах гоняли здесь. Ну, подойдите, Да, тут да. много еще. Тут того, да, Можно вопрос? да. У нас вот район разрастается, молодой, и, к сожалению, не хватает мощностей. Это самая главная задача, которая в Глинов стоит. Я знаю, это Вы- я его да. только обсуждали. У нас, знаете, у нас премьер-министр только этим я ему поручил занимается с утра до вечера. Немножко потерпите, ладно, потому что здесь проблема, запущенная годами. Мы ее решим как можно быстрее. Просто чуть я вас прошу потерпеть. Вот А прям так все хорошо, спасибо огромное за все. есть проблемы, мы что знаем, да, приехали, но вот это потерпите, ладно? Хорошо, Всё. спасибо До свидания. огромное. Хорошо, Всего доброго. До свидания. До свидания.